Кантышевская больница строится в рамках проекта модернизации первичного звена. Он нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. Так, согласно национальному проекту, важно, чтобы медучреждения отвечали современным стандартам. Возводить объект начали в 2021 году. Он готов практически на 90%. Здание будет состоять из 5 этажей, включая цокольный. Рядом находятся 3 бокса, 2 из которых отведены под гаражи, а третий станет зоной обслуживания машин скорой помощи. В больнице уже провели инженерные коммуникации, построили очистные сооружения, уложили кафель и почти завершили установку стеклопакетов. В общем, дело осталось за малым. Шпаклевка, чтобы только покраска кафель полностью тоже чаканита аила. Потолок подвесной. Палаточки, кабинеточки, коридорищи, коридориса, это сейчас здесь. Значит, здесь белых, что нажда, вот теперь, бог балхада, схаяют царишь. Но хитрый, хамекайцы, еще далее, то требовал долбо, строительный час долгих. Новое здание строится прямо рядом со старой участковой больницей. Изначально это здание было возведено как общежитие и лишь затем переквалифицировано в медцентр. В больнице не раз проводились ремонтные работы, но современным требованиям кабинеты уже давно не отвечали. А главное, не хватало коек. Всего в стационаре могли принять 30 пациентов, а в одной палате приходилось размещать по 5 человек, что сильно сказывалось на комфорте больных. Строительство этого объекта было запланировано, потому что старая Кантышевская больница находится в стесненных условиях. Врачи принимают по несколько врачей в одном кабинете, осуществляет прием. Само здание старое, как и амбулатории, как и здание амбулатории, так и здание стационарного отделения. Это приспособленные нетиповые помещения 50-х годов строительства прошлого века. Условия, конечно, на сегодняшний день там остаются тяжелыми, и вот строительство нового типового корпуса для Кантышевской участковой больницы послужит и для сотрудников, и для пациентов, послужит подспорьем в получении квалифицированной медицинской помощи. 38 кабинетов, 20 палат и более 25 санузлов. Новая больница сможет принять до 100 человек за одну смену, а в стационаре разместить 60 пациентов. Палаты обещают сделать просторными. Так, в 36 квадратах планируют обустроить 4 койки. Степень оснащенности кабинетов, профиль врачей и перечень услуг для пациентов пока на стадии утверждения. А самым главным и очевидным преимуществом для местных жителей стало месторасположение социально значимого объекта. Далеко ходить не придется. Завершение этого строительства будет большим подарком для жителей как Кантышева и обслуживаемого населения Далакова и селения Гербекюрт. Около 30 тысяч обслуживаемого населения этих 3 сел смогут в красивых кабинетах получить квалифицированную медицинскую помощь и поликлиническую, и стационарную. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 60%. Окончательная сдача и ввод в эксплуатацию мы ждем 1 декабря 2023 года. Хи, газ, свет, чедер, инфраструктура, я уже юртике, а ежват чер. Аняче докусы хауа чо атгоуж тойрсы атгоур фугоуже юртике юртир аряка ян я варе нахада югам унхой хаум би дабо хабгай марги машин юж абу ваш юж 20 мухри. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена» проводится ремонт городской детской поликлиники в городе Назрань. Ремонт уже подошел к концу, там остались остаточные работы, на 82% ремонт завершен, и внутри, на цокольном этаже, и наружные работы. Остались кое-какие работы из наружных. И я думаю, уже в течение 2 недель мы ожидаем окончания этих работ и выполнения
контрольной точки по ремонту детской поликлиники. Прилегающую к больнице территорию также благоустроят. Во дворе уже уложили асфальт и тротуарную плитку. Осталось заполнить черноземом зеленые зоны. Из-за санкционных последствий подрядчику пришлось отказаться от зарубежного оборудования. Его заменят отечественные аналоги. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.